Да, добрый вечер. Сегодня я хочу вам предложить одну из таких новых тем в культурной, научной и образовательной жизни Якутии. Думаю, что не очень часто вы слышите об этом информацию, и именно поэтому мои соображения могут быть рекламой в некотором смысле тому, в чем республика начала участвовать вот последние 4-5 лет. Я говорю о Олимпиаде школьников, о Всероссийской Олимпиаде школьников, которая, как и положено, проходит в несколько этапов. Вот. В России история Олимпиады по мировой художественной культуре в скобочках искусства имеет небольшую историю по сравнению с олимпиадами в области естественных наук, там физика, химия и даже история. Поэтому это совсем недавняя история. Началась она с 2011 года, когда была проведена первая Всероссийская Олимпиада по мировой художественной культуре и искусству. Была проведена она в Смоленске. Хотя тут, как всегда, в социально-гуманитарной сфере высказывают несколько соображений о начале Олимпиады в более массовом масштабе. Некоторые называют 2014 год. Но так или иначе, если мы помним Олимпиады по физике, химии, которые стали проходить в России 60-е, 70-е, 80-е годы, а потом уже и международные олимпиады, то, конечно, мировая художественная культура и искусство – это, в общем, совсем недавняя история. Подключение в этот контекст Якутии я считаю таким новым гуманитарным прорывом, потому что это один из отдаленных регионов России. По площади, вы сами знаете, самая большая территория, самая большая и богатая территория своими ресурсами. И думаю, что демонстрация ресурса человеческого капитала в лице школьников, старшеклассников, это тоже очень хорошее начинание, и надеюсь на такую положительную практику. Уже в нашем недавнем опыте, вот последние 4 года, уже есть даже призеры, которые хорошо участвовали во Всероссийской Олимпиаде и, в общем, получили призовые места. Олимпиада проходит достаточно традиционно, то есть первый этап – это этап муниципальный, вернее, школьный этап. Сначала Олимпиада должна быть организована администрацией школ, которые хотят участвовать во Всероссийской Олимпиаде. Затем это муниципальный уровень, где города, поселки, улусы тоже участвуют в проведении этих соревнований, можно так сказать, да, интеллектуальных таких взаимодействий. Для этого этапа подключается Малая академия наук города Якутска, Арктический государственный институт культуры, вот предметную комиссию, которую я возглавляю, Федеральный университет, ну и отчасти другие участники культурных практик в городе Якутске. Вот, в этом году прошла Олимпиада уже 4-й год под моим председательством. И, в общем, сложилась уже хорошая команда, хотя есть идеи к тому, чтобы расширить участников, потому что в команде у нас участвуют и преподаватели СВФУ, и преподаватели АГИКИ. И, в общем, такое мобильное взаимодействие, оно способствует тому, что каждый участник нашего жюри имеет свою нагрузку. Там 7, 8, 9, 10 и 11 классы. В этом году, надо сказать, Олимпиада для 11 классов имела особые трудности, потому что задание, вообще социально-гуманитарная сфера очень сложная. Она не подлежит
какой-то строгой оценки конкретных категорий, определений, понятий, восприятия образов. Это все очень неоднозначно. И, может быть, именно поэтому эта Олимпиада вот зашла, так сказать, и стала такой актуальной и активной вот только в последние годы. Потому что, еще раз повторяю, принять решение и сказать о том, что там учащийся прав или наоборот не прав, очень сложно. Если только это не касается названий жанров, стилей, каких-то конкретных дат, каких-то конкретных признаков того или иного стиля, направления или творческого стиля какого-то конкретного художника, или это касается деталей какого-то архитектурного сооружения, или музыкального произведения, или литературного произведения. То есть вот эти возможности, конкретные признаки, они позволяют в какой-то степени измерять, да, глубину знаний в области мировой художественной культуры, в области искусства вообще. Но в целом это всегда очень сложно. Всегда очень сложно. Поэтому люди, которые разрабатывают задания для регионального уровня, всегда имеют перед собой очень сложные задачи. Вот так приблизительно, не обидев школьника, дать максимальное количество баллов. Но сложная она потому, что не все, к сожалению, школьники понимают при ответах, что ответ, как и на любом гуманитарном предмете, будь то литература, история или обществознание, требует полного ответа. Не просто, так сказать, художник там, Суриков, да, или просто Чайковский, да, а именно Петр Ильич Чайковский. То есть в условиях Олимпиады каждое из этих, так сказать, названий или имен имеет свое значение, потому что это всегда добавочный балл. Наши школьники вот в информационном пространстве, они привыкли быть очень краткими, очень конкретными, и поэтому это, к сожалению, лишает их вот этих дополнительных баллов, которые они могли бы набрать. Ну, я не знаю, там, например, там полное имя какого-то художника, плюс еще дата, время его рождения или время его творчества, еще больше добавляет и дает возможности учащемуся получить дополнительные баллы. Вот, поэтому есть в этом сложности. Может быть, не всегда точно определены задания, может быть, всегда противоречивы оценки. Учащийся видит это одно, а преподаватели, которые составляют это задание, совсем другое. Поэтому здесь бывают столкновения, но уверяю вас, что ни одна комиссия, вот, которая проходила под моим председательством, ни один, забыла, как это называется, апелляция, ни одна апелляция не проходит без, так сказать, добавления дополнительных баллов учащиеся. То есть учащиеся имеют возможность получить еще дополнительные баллы вот в процессе апеллирования. И это тоже очень хорошо, потому что вот в последнее время есть очень крепкие ребята, доказывающие свое право на свой вариант ответа. Вот, поэтому с точки зрения эмоционального, так сказать, восприятия ответов, Олимпиада всегда отзывается только положительно и только в сторону учащегося, потому что все прекрасно понимают, и Московская комиссия, которая разрабатывает эти все задания, и местные жюри, которое работает на протяжении 2 недель для проверки этих работ, всегда идут и решают в сторону учащегося. Это не значит, что мы делаем какие-то подлоги или, скажем, уж совсем подмены какие-то. Этого не происходит. Все оценивается максимально
благожелательно, максимально в сторону учащегося, и поэтому все рассматривается и, на мой взгляд, решается справедливо. Хотя, еще раз повторяю, в заданиях бывает такое двойственное понимание того, что должен сделать учащийся. Ну, теперь немножко о том, кто я сама и как я туда попала в председатели этой комиссии. В городе Якутске я живу в Петербурге. Долгое время работала в Институте культуры, Санкт-Петербургском институте культуры, который возглавляла, кафедру, которую возглавляла Светлана Николаевна Иконникова, кафедра теории и истории культуры. И ну, в какой-то момент меня пригласила Светлана Семеновна в Якутске поработать, и я решила, что я вполне могу себе это позволить, и поехала работать там. И вот уже, собственно, 6-7 год я в Якутске. Ну, после пандемии стало бывать там наездами, но, в принципе, я штатный работник и работаю с большим удовольствием. С Якутском у меня большие связи, давние, еще когда я была в городе Улан-Удэ. У нас девочки учились из Якутска, и потом уже, когда я перебралась в Петербург, вот, у меня учились девочки-магистранты, аспиранты, которые все успешно закончили, поэтому связи. Еще мы готовили первых музейщиков в вашей республике, ребят, которые действительно имеют профессиональное музейное образование. Вот поэтому с тех пор, собственно, связи с Якутском у меня давние. Сама я доктор культурологии, профессор. Вот, ну и все сопутствующие нагрузки в области чтения лекций, разных проведений практических семинаров, лекций публичных и так далее. Это вот в полном объеме. Ну, скоро вернусь в апреле, у вас немножко потеплеет, и я приеду. Вот, а так, ну так, самое краткое, что могу о себе сказать. Пригласили меня в комиссию 5-4 года тому назад. Вот, и мы так собрали, в общем, команду, достаточно успешно взаимодействуем между собой. Вот, поэтому нашей команде желаю, конечно, такой удачи, хороших результатов. На следующий год немножко мы сформируем чуть-чуть другую команду, но в команде главное, чтобы было мобильное взаимодействие, чтобы мы друг друга понимали, друг друга выручали, потому что массив работ, который и тот фронт вообще, объем работ, который мы выполняем, он достаточно большой. Вот, поэтому с коллегам своим всем хочу сказать спасибо. Ну, а нам всем вместе с Малой академией наук хороших результатов, победителей на высоком уровне. У меня все. Спасибо большое за внимание.